Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 7 июня 2022 года. С вами снова я, Арцую Аслан, на канале Реалити. Так, друзья, пока мы собираемся, я немножко подготовлю для вас информацию от главного штаба наших вооруженных сил, Збройных сил Украины. Друзья. Итак, 17:44 время по Берлину, 18:44 по Джохару, 7 июня 2022 года. Итак, одну минуточку. Всех заходящих приветствую, друзья. Давно не заходил в ТикТок, именно делать стримы. Так. Итак, на сегодняшний день оперативная информация от Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщают нам следующую информацию о потерях. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 июня 2022 года. Ликвидировано около 31 360 лиц. За прошедшие сутки уничтожено 110 русских оккупантов. Танков 1390 достигла цифра. За прошедшие сутки 4 танка уничтожено. Боевые бронированные машины 16 штук за прошедшие сутки уничтожено. Итого их стало 3614. Артиллерийских систем 694. 4 штуки удалось уничтожить. РСЗВ 207 штук уничтожено. Анти-аэркрафт 96 штук. Самолетов 212 самолетов плюс 1. Вертолетов 177 плюс 1. Итого самолетов и вертолетов стало 389. Друзья, 389 это почти 400 самолетов и вертолетов. Самолеты и вертолеты это самое большое зло. Это самые подлые и ничтожные твари на этой земле. Эти летчики, которые бомбят мирных людей. Тем более с этими русскими технологиями прошлого века попадание, конечно, у них очень-очень неточное. Так, БПЛА оперативно-тактического уровня. За прошедшие сутки уничтожено 2 таких беспилотных летательных аппарата. И стало их итого 553 штуки. Крылатых ракет 125, как было, ни одну не сбили за прошедшие сутки. Корабли, лодки, военные корабли 13 штук, так же, как и было ранее. Автомобильная техника и автоцистерн 2405 штук. За прошедшие сутки 10 штук уничтожено. Спецтехника, как и было ранее, 53 штуки уничтожено. Самые большие потери противник понес на славянском направлении. Российский враг понес наибольшие потери за минувшие сутки на славянском направлении. Данные обновляются. Бей оккупанта, вместе мы победим, наша сила в правде. Удар по оккупанту, победим вместе. Дай Бог, дай Бог. Так, еще я бы хотел вам рассказать небольшую информацию. Здесь видео можно было показывать, если бы я ввел в Ютубе, я бы смог бы вам показать эти видео. Так. Вооруженные силы Украины. Так, друзья, критиков и хейтеров Германии, минуточку внимания.
Вооруженные силы Украины благодарны за поддержку и помощь Германии и Нидерландам. Поддержку и помощь Bundesrepublik Deutschland und Niederland. Украинские военнослужащие, которые находятся на учениях, завершили теоретическую часть и приступили к практической подготовке по стрельбе с гаубиц П. Об этом сообщил генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эбихард Зорн в интервью на официальном YouTube-канале Бундесвера в 13-м выпуске. Самоходная гаубица ПЦH-2000, пушка калибра 155 мм на гусеничном шоссе и основание танка Леопард-2. Передать П-2000 Украине договорились Германия и Нидерланды. Проходящие обучение украинские воины завершили теоретическую часть и приступили к практической работе, практическому занятию по стрельбе из гаубиц. Так, друзья, кто-то там говорит, что Германия не помогает. Да, друзья, за то время, вы сильно особо не удивляйтесь, друзья, за то время, пока Путин и фашистская Россия, имперская Россия набиралась веса, весь мир с ними торговал, дружил. И надо честно признаться, русские спецслужбы их всячески пытались подсадить на крючок свой. Деньгами, еще какими-нибудь там вещами. И в какой-то степени им удавалось. Но в общем тренд Европы в мире, он, конечно же, за Украину. Мы всячески прилагаем к этому усилию. И мир, в принципе, уже понял, что Украина – это последний форпост, и после них начнется уже непосредственные бучи в странах Европейского Союза. Ну и уже политическо-репутационный удар, ущерб, который может нанести победа России над Украиной, это тоже, конечно, очень важно, да, для Запада, для Соединенных Штатов Америки. Поэтому, когда нам говорят, что Германия не помогает, то мы должны понимать, что много делается того, чтобы как-то где-то притормозить, не помочь, что угодно делается. Но опять же, это не значит, что нет людей, которые не хотят помочь. Их больше этих людей, которые хотят помочь Украине, чем тех, кто не хочет помогать. Потом есть люди, которые не любят Америку здесь, в Германии. И это считается, я не согласен с этим в корне не согласен, но считается, что это оккупационные войска после окончания Второй мировой войны, и вот они наносят такой-то вред. Но я могу сказать со всей уверенностью, и это стопроцентная правда, программа «Звездные войны» Соединенных Штатов, они послужили именно тем важным фактором, из-за которого была разрушена Берлинская стена, и две Германии объединились. Поэтому здесь можно со всей уверенностью говорить, что именно благодаря тому, что была Америка, Германия спаслась. Если бы не была бы Америка, или другая какая-нибудь страна оказалась бы, не Америка и Великобритания, на той стороне, на западной стороне Германии, то от Германии не осталось бы сейчас и ножек и рожек даже. Потому что даже вот сейчас, уже столько лет прошло, уже более 30 лет прошло с разрушения Берлинской стены, и Западная и Восточная Германия объединились, все равно этот совок до сих пор там чувствуется. И коррупция, и разные другие вещи, они так явно присутствуют в Восточной Германии, чем в Западной. Явно есть прорусские товарищи, которые мечтают о возвращении КГБ. Ну, это другая история. Так что все отлично. Вооруженные силы, Сбройные силы Украины об этом подтверждают. Поэтому впредь, друзья. Так.
А если нужно будет, поверьте, я тоже буду ее критиковать и так далее. Так, оперативная информация по состоянию на 18:00 6 июня 2022 года по российскому вторжению. Видео, так, Генштаба Вооруженных сил Александр Штупун, чуть позже. Продолжается 104-й день героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Агрессор продолжает наносить ракетные и авиаудары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины и не оставляет попыток установить контроль над городами Северодонецк. Особых изменений на Волынском и Полисском направлении нет. На северском направлении противник активных действий не проводил. В течение суток враг обстрелял населенные пункты Синькивка Черниговской области, Сопыч, Константиновка, Старые Иверки, Великописаревка Сумской области. На Харьковском направлении противник борется за удержание оккупированных границ, продолжает обстрел наших войск, проходит область. На Славянском направлении основные усилия врага сосредоточены на подготовке войск к атаке города Славянск. Обстрелы районов поселений Великая Камишуваха, Долина, Курулька, Грусуваха, Красная Поляна и Шнурки. На Северодонецком направлении враг обстрелял подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах Лисичанска, Боривска и Метелкина. На Бахмутском направлении украинские военные успешно сдерживают штурмовые действия в районе населенного пункта Камишуваха. Также попытки врага штурма в направлении Светлодарска и Углегорской ТЭС увенчались безуспешными. Так как это на перевод с украинского на русский, это может иногда Google перевод, это может быть не совсем по-русски иногда звучать, так что не удивляйтесь. Под Нагирного наши защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки атаковать враг вернулся в ранее занятую позицию. На Евдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлении оккупанты активно боевых действий не вели. На Южно-Бузовском направлении основные усилия противника были направлены на разведку, поддержание занятых границ и восстановление потерянных позиций. Кроме того, подразделения противника артиллерийским огнем пытаются не допустить создания благоприятных условий для контрнаступления наших войск в Херсонской и Николаевской областях. На Бессарабском направлении существенных изменений в обстановке не произошло. В водах Черного и Азовского морей развернута группировка противника для блокирования гражданского судоходства на северо-западе Черного моря. Благодаря успешным действиям наших ПВО снизилась интенсивность авиации противника. Слава Украине! Усилия направлены в поддержку действий наземных группировок и ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине Украины. Из-за потерь личного состава и военной техники противник продолжает активно использовать гражданскую инфраструктуру и ремонтно-восстановительную базу в Луганской и Донецкой областях. Верим в ЗСУ, вместе мы победим. Слава Украине, друзья! Так, давайте почитаем теперь ваши комментарии. Пандочка, ассаламу алейкум, ассалам. Всех приветствую, друзья, всем ассаламу алейкум. Шудеда, Машвоэль, Амарджоба, Грузия. Приветствую всех. Так, ну так и езжай на Америку. Так, легко из-за лужи вещать за зарплату Госдепа, говорит Мухомор. Ну, во-первых, я в Гамбурге, в Германии, то есть, и не за зарплату, и не с Госдепа. Мне, правда, не верят, все думают, что, ну, не все, конечно, вы, фашисты из фашистской России думают, что я за Госдеп, ну вот, к сожалению, не платят, Чисто от души мочу вас. На обед галстук, говорит Мухомор. Все, я с тобой. На обед галстук. Это мне говорит русский Иван. Ты знаешь, кто я? Я чеченец. И мы вас били так, как никто никогда бил. Так.
Как видишь, только оборона и никаких наступлений. Да, пока только оборона, есть небольшие контрброски вперед, но Украина сейчас набирает оружие. Оружие идет просто не прекращаясь, огромный поток. Гуманитарная помощь, финансовая, как мы знаем, более 40 миллиардов, 44 миллиарда уже говорят, выделено в общей сложности и Англией, и Евросоюзом, и, конечно же, Соединенными Штатами Америки. Поэтому, ну, просто все отлично. И не спешите, время работает на нас. Психологический, моральный уровень врага, оккупантов, просто ниже плинтуса. Это не преувеличение. Может показаться, что я хочу кого-то успокоить или наоборот их испугать. Нет, наоборот, я хочу их предупредить, чтобы они не лезли, чтобы они убирались. Я призываю чеченцев, которых насильно забирают. Мы знаем, что уже убит был Магомед Бессултанов за то, что отказался ехать в Украину воевать. Сейчас все люди, которые получили какой-либо срок, вообще любая судимость у кого была, этих людей насильно, это самая незащищенная часть общества в чеченском обществе, в оккупированной, временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. И этих людей убивают, вот мы это знаем. Плюс я тогда у себя как-то в стриме сказал, что если есть такая угроза убийства, не сопротивляйтесь, а езжайте. И потом мне писали, что ну, семьи остаются в заложниках. Я говорил, уезжайте, а потом поднимайте белый флаг и переходите на сторону, на нашу сторону, на свободную сторону, на сторону Украины. И мне писали, что остаются семьи. Да, это правда. На самом деле человек, который согласится поехать туда, а потом перейдет на сторону оккупантов, есть вероятность, что его семья просто тоже будет убита или запытана. Поэтому, конечно же, вы сами взвешиваете все, думайте, а так не провоцируйте, пускай вам дадут срок, пускай, не дай бог, конечно, но если выбор стоит так, вы можете лучше отсидеть в тюрьме, потому что все, кто поедут воевать в Украину, а как мы знаем, даже после событий в Буче, моментально просто, если судить, как быстро все это произошло, украинские спецслужбы, благодаря западным спецслужбам, вообще все мировое сообщество спецслужб работает на победу Украины против фашистской России. Поэтому ваши данные, ваши фамилии, имена узнаются, и вы все равно загремите в тюрьму. Потому что все будут преследоваться. Это все обман, фейк, это накручивание, что вот Россия справится. Не справится. Даже если они возьмут вот нахрапом, закидывая трупами Мариуполь, Северодонецк, да что угодно, если они даже возьмут, это не решает. В стратегическом плане фашистская Россия проиграла. Понимаете? Поэтому ни в коем случае не идите и не провоцируйте. Даже если они вас оскорбляют, они любят это делать, чтобы спровоцировать. Соглашайтесь, замолчите, успокойтесь. Главное сохраниться. Главное сохраниться. Тем более представитель власти, так называемой власти, оккупационной власти, он специально провоцирует. Не поддавайтесь и сделайте все возможное, чтобы не поехать в Украину. Также сообщаю, что в мечетях города временно оккупированного Джохара сообщают, что уже официально об этом в мечетях муллы сообщают, что будет всеобщая мобилизация и будут отправляться не только те, у кого есть судимость, а теперь уже все от 18 до 45 или даже до 50 лет. Я пока точно не знаю, какая у них там будет возрастная рамка, но я всех призываю, всех чеченцев призываю, подготовьте загранпаспорта для своих молодых мужчин, которые есть в доме. Постарайтесь не ночевать дома, не жить дома. Хотя, конечно, такая массовая облава не будет, массовая облава. И когда уже мобилизация будет объявлена, вы об этом узнаете. Но запомните, как только будет объявлена мобилизация, военное положение, если будет введено,
для того, чтобы объявить мобилизацию, всеобщую мобилизацию. Она может в любой момент произойти, она может завтра произойти, она может через месяц или два произойти. Но она, несомненно, скорее всего, произойдет. Мне вот пишут, что загранпаспорт не дают. Если нет загранпаспорта, попробуйте как-нибудь там выехать в другой регион или просто не жить дома, не ночевать дома. Ну, конечно же, если будет объявлена мобилизация, друзья, границы закроются сразу. И военное положение, если будет объявлено, границы закроются, даже если у вас есть загранпаспорта. Поэтому выезжать лучше сейчас. Выезжать лучше сейчас, лучше месяц-два пожить спокойно где-нибудь в Турции, в Грузии. Вы заметили, все россияне, много россиян едут в Грузию. Это и дешевле обойдется, чем в Турцию, если выехать в Грузию. И как бы и ближе, и удобнее нам, если быстро нужно перебраться. Поэтому ночи, дигар дукса, спасение утопающего, дело рук самих утопающих. О, вай кара, вай ваш, вай диннак душун. Хижа, хижа цаюш. Айл дол, кегинах, бешнах, айл баях пока что. Мобилизации на вайтамте халк 41 год, а тадиган дагдоишун. Цавигнак виуиш, хельдушуне. Как только будет объявлена всеобщая мобилизация и военное положение будет объявлено, мораторий, смертная казнь в России не отменена. Она существует, просто она временно приостановлена. Мораторий введен Ельциным. И этот мораторий был введен для того, чтобы чеченцев представить в плохом свете, а русских, которые только что совершили геноцид в Первой русско-чеченской войне, для Запада представить такими гуманистами и демократами. Что и этот мораторий в любой момент, как только вот просто отменяется, и все, и смертная казнь начинает действовать. Поэтому, друзья, еще раз и еще раз настоятельно рекомендую. Будьте осторожны, чеченцы, особенно это вас касается. Не верьте никому, которые там вам рассказывают, что в Украине там какая-то победа будет. Никакой победы не будет. Все участники будут преследоваться. Все. Тот, кто выживет еще. Да? Украина сейчас просто набирает оружие. Та сила и мощь, которая сейчас есть в Украине, ни в одной армии Европы нету той силы и мощи, которая есть. Все страны, 42 страны, как мы знаем, проводят у нас здесь в Германии, в Рамштайне, проводят встречи министры обороны 42 стран, это страны НАТО, которые информацией, разведкой делятся с Украиной, все работают на Украину, ленд-лиз для помощи, заводы, фабрики американские работают на армию Украины. И очень важно еще, да, нужно еще кому-то воевать. Так вот, вот эти все 42 страны дали зеленый свет всем вот этим солдатам, удачи которых огромное количество на этой земле, которые принадлежат разным странам и находятся в разных этих государствах. И вот эти все люди сейчас едут, они добровольцы, они не едут официально от государства, но всем сказали, что будет зарплата, и вы можете спокойно ехать и воевать. Поэтому, друзья, эта война уже, как российские выборы, уже известен результат в этой войне. И Украина выиграет. А задача Путина, да, возникает вопрос, но если я знаю об этом, то почему об этом не знает Путин, допустим? И Путин об этом тоже знает. Открою для вас секрет. Ситуация вот какая. Для Путина важно, чтобы было много жертв. Чем больше он убьет украинцев, чем больше погибнут россияне, убивая там, украинцев, да, тем для России это будет более величественная победа. Это раз, да, плюс для Путина. Второй плюс для Путина, чем больше гибнут, соответственно, и украинцы гибнут. Поэтому у любого народа есть предел,
да, и он рассчитывает, что завалив трупами, да, убив там, уничтожив своих там, дав убить вот 30, более 31 тысячи уже убитых, ну хотя бы 10 тысяч украинцев он убьет, да, 1 к 3, если считать. Убьют украинцы там 100 тысяч, ну он скажет, что 30 тысяч украинцев будет убито. И тем самым возникнет ситуация, что украинцы могут отступить, ну, в его плане, остынут, чуть-чуть будут, ну, как бы не так рьяно, да, будут выступать. И это тоже ошибочно. И задача Путина максимально, чтобы были жертвы, и потом просто вот те территории, которые он займет, которые он сможет занять, их удерживать. Сейчас же, когда Украина получает современные реактивные системы залпового огня, реактивные, которые могут бить на 80 километров, а русские могут только на 30-40 максимум бить. Плюс разброс русских 170 метров может быть, да, упасть ракета от града может на 170 метров отклониться. А то, что сейчас имеют украинцы, это отклоняется там максимум там, 5 метров. Поэтому, конечно же, если рядом ракета от града упадет в 170 метров, скорее всего, она не убьет меня. А если она упадет в 5 метрах, то шанса у меня выжить не будет. Также у русских. Поэтому сейчас Украина набирает огромное количество потенциала, оружия, вооружения, набирает военнослужащих. И сюрприз, который будет преподнесен, у меня нет никакой инсайдерской информации из ЗСУ, поэтому никаких тайн я не выдаю. Это мое наблюдение, которое, скорее всего, есть и у фашистов. Украинцы хотят так неприятно удивить фашистов, что это будет просто крах всей российской армии. Поэтому вот такая вот ситуация, и так что все будет нормально. Так что все будет нормально. Так, тут к нам зашли разные эти подрусские, которые почему-то здесь живут в Европе. Подрусские, зачем вы здесь живете? Езжайте в свою фашистскую Россию, живите там, живите в Москве, там вас чурками будут называть. А так, ну что, зайти сюда, мне гадость написать. Ну что из вас? Мужчинами вы не станете, все равно, раз вы уже подхолопные. Поэтому чус вам, девочки, чус. Так. Ну хотя бы не задешево людям гадость делать. Ты не поверишь, Тания, говорит. Это ты мне, наверное, обращаешься, да? Все, что я делаю, если это гадость, а я знаю, что для русских фашистов это гадость, я это делаю абсолютно бесплатно, за свои деньги. Все делаю за свои деньги. Никто никогда меня не финансировал. Имеется в виду государства какие-то или спецслужбы. Абсолютно. Я чеченец. А чеченец не может согласиться с убийством 300 тысяч граждан своей страны, среди которых 42 тысячи детей. И миллионы за последние 300-400 лет, которых вы убили, чеченцев и других кавказцев. Только чеченцев вы несколько миллионов за эти столетия убили. Вас, фашистов, чеченец, который душой и телом вас принял, или пошел вам служить, не осознавая, а потом уже осознав, оставшись там, этот человек не является чеченцем. Он не может быть чеченцем. Понимаете? А я это делаю от души, искренне, от души, понимаете? И буду делать. Так что, девчонки, все нормально. Так, почему не используют оружие, чтобы больше убить людей? Что ты несешь? Почему не используют убить? Не понял я твой вопрос. Так. Красава, Аслан, красава, Гайбрафтер. Дякую. Ковбой, ты кто?
Не говори никому, если у меня стрим, только никому не говори. Добрый день, вы лучшие. Спасибо, Оксана. Давал хай ват адючинах кич джим дуах садох шиль. О, подхолопные к нам зашли. Ничего, ничего. Так, чеченцы в Чечне. Чеченцы в Чечне. Почему это чеченцы? Конечно, чеченцы в Чечне есть, в Америке есть, в Германии есть, во всем мире есть. Что за глупости вы говорите? Чеченец не может быть за тех, кто убил его 300 тысяч. Это не чеченец. Не чеченец. Или он обманут, и как только он понял, и он не сошел с этого пути, это не чеченец. Да, у него может быть корни чеченские, он говорить на чеченском может, но он не может быть в полном смысле этого слова чеченцем. Ты на свою родину никогда не попадешь. Попаду, не волнуйся. Попаду. Так, ну давайте, задавайте вопросы. Нет, дамочка, я хочу провести общение. Как у вас тут общение? Кто хочет? Оппоненты. Не те, кто со мной мыслит одинаково, а тот, кто не мыслит, мыслит не как я. Прошу, заходите и расскажите, почему вы считаете, что мои аргументы неправильные, а ваши правильные. Так, Юрген Райн. Кадыров могила, Ахмад могила. Так, НАТО в хату. Да, отлично. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо, Рудоман Виталий, Рудоманов. Ну, вот как-то так. Спасибо вам, друзья. Дякую всем. Так, кстати говоря, в 21:00 на моем канале Reality будет стрим на ютубе. Заходите, стрим тоже будет на русском языке сегодня. Заходите. А также призываю вас подписываться на мой другой канал здесь в ТикТоке. Тоже называется Аслан Арцуев. HRCI Human Rights Center Ичкерия. Так называется наш правозащитный центр. Потому что этот мой канал висит на волоске. Тут уже столько они мне жалоб написали, что он у меня на волоске. Ну и по моей ошибке тут я ненужное видео закачивал. Также заходите на YouTube канал Reality Аслан Арцуев. Кстати говоря, я об этом говорил, еще раз напоминаю. Они мой канал запретили, мой реалити канал YouTube запретили на территории фашистской России и запретили мой другой канал запасной Аслан Арцуев на территории фашистской России. И одновременно с этим сделали канал одного Аслана Арцуева, который там Z у него стоит. Он внешне вообще на меня не похож, но закидывает в эти видосики, которые, ну, как бы профашистские. Тем самым они всячески, уже 3 года я веду эту деятельность здесь, более 3 лет, они меня пытаются дискредитировать, нивелировать, маргинализовать. Запрещают мой канал, дискредитируют, пишут гадости там, и так далее, и так далее. Другим никому этого не делают. Другим никому не. Причем мои видео они запрещают на запрещенном канале моем реалити в YouTube. Они запрещают видео, которые я просто обсуждаю историю становления чеченского государства Ичкерия. 91, 92, 93 год. Просто я ни о чем больше не говорю там, кроме о том, что как становилось государство. И этим самым они дают понять, что им именно эти темы не нравятся. Поэтому побольше я буду их тоже делать. Хотя очень много на эту тему у меня есть видео на моем канале. Зайдите в плейлист «История Ичкерии», «Война в Ичкерии». Вы все это можете посмотреть с фактами и так далее, чтобы никто не говорил, что Чеченская республика Ичкерия когда-либо была частью Российской Федерации. Как, например, Арестович, Гордон любят иногда сделать вид, что они не понимают вот этих вещей.
То же самое можно сказать про Украину, потому что когда русские захотят съесть кого-то, они говорят, что он нелегитимен, он там террорист, нацист и так далее. Точно так же, просто отличаемся от Украины только тем, что Украина 20 лет просуществовала независимо, пока на нее напали 23 года, а мы всего лишь 3 года. И эти 20 лет, 23 года, которые мы дали Украине, я считаю, что это была заслуга чеченского народа и лично Джохара Дудаева. И об этом, кстати говоря, есть такой украинский эксперт военный Олег Жданов, который именно это и сказал буквально позавчера. Я смотрел его видео, он сказал, объясняя, или вчера это было, объясняя демократию по-украински, особенности украинской демократии, Олег сказал, что украинцы, которые уже последние вот эти 23 года, 24 года прожили свободными, последних 2 поколения, молодые мужчины там от 18-20 лет, и остальные, которые и ниже, которые родились, фактически 2 поколения украинцев выросло свободными. И их загнать в это стоило, они даже не понимают, что украинцы не понимают, что президента можно не сменять. Вернее, они даже не допускают. Понимать-то они понимают, что вот соседние их рашки президент уже 22 года. Причем власть не отпускалась КГБшниками за все это время. Как ее во время Сталина НКВДшники захватили ее, а с тех пор она ими не отпускалась. И он, Жданов, говорит, что вот мы 2 поколения свободных людей выросли, и мы не хотим жить как в России. Слава Украине, могу сказать. Так. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам, братья. Витаю, друзья. Но от того, так, плохие деньги зарабатываю, счастья не принесут. Да я ж тебе говорю, не зарабатываю я вообще денег, не зарабатываю. Понимаешь? Так, Юрий Швец, классный аналитик с хорошими контактами. Согласны? Нет, не согласен. Не согласен. Юрий Швец это такая глубоко эшелонированная консерва. Да, он сейчас выступает против Путина и его банды. Но он не выступает против системы КГБ, которая есть и в Украине, и в Азербайджане, и в Грузии, в независимых странах, между прочим, и в других странах. Поэтому не доверяю Швецу. Да, человек хорошо говорит, знает немного, неплохо про разведку, надо признать. Но он, я, знаете, не за то, если в общем брать, то дело ведь не в том, что русские напали на Украину и хотят ее колонизировать, как это было, да, это обычная имперская война, колонизаторская война, очередная, которую ведут русские фашисты против Украины, которая уже несколько веков, в принципе, она идет. Вот у этого колонизаторского движения, имперского движения, есть свой мозговой центр. И это последние 100 лет, это НКВД, КГБ, ФСБ. Где бы они ни находились, в Украине они находятся, в Азербайджане они находятся, или в России, это КГБ. И недостаточно отбросить просто эту КГБшную свору, эту имперскую свору. Ее само КГБ должно быть полностью люстрировано и разоблачено. Как это было сделано в странах Балтии, в других некоторых восточноевропейских странах. Это Украине еще предстоит сделать. Сейчас война, подготовить спецслужбиста. Это должен быть честный, патриотичный человек. Это хребет государства. Любая спецслужба – это очень важный орган государства. Тем более в демократическом государстве. Демократия, она слаба против, вот как мы видим, против вот таких диктаторов. Но она сильна своей свободой. И как мы видим, свободный мир все равно побеждает. Несмотря на то,
что диктаторы во всем мире пытаются задавить. Поэтому нужны годы, чтобы вырастить настоящих спецслужбистов, патриотов Украины, которые никак не будут связаны с Россией, никак просто. И мне, как чеченцу, важно, чтобы СБУ принимала участие в войне, в геноциде против чеченского народа. Украинские летчики бомбили города чеченские в первую войну, вероятно, и во вторую тоже. Поэтому мне важно, чтобы запаха КГБ не осталось в Украине. Только так Украина победит. Мы, чеченцы, выиграли войну у русских. Русские не вояки, они не умеют воевать. Они не умеют, они своих бросают, как они говорят, своих не бросают. Они всегда своих бросают и так далее. Мы проиграли их спецслужбам, их спецмероприятиям, активным их мероприятиям. Поэтому я вот сейчас с гражданством для Невзорова за какие-то заслуги перед государством, это говорит о том, что украинские бойцы бьют и побеждают врага, власть в лице Зеленского дают с такой формулировкой, и там, кстати говоря, нужно отметить, Геращенко отметился. Геращенко, да, бывший там по МВД, и сейчас какой-то советник там по МВД, Геращенко, Антон. Этих людей нужно брать на карандаш и иметь в виду, эти люди ненадежны, представляют угрозу для Украины. И вот такие Невзоровы с начала 90-х до прихода еще Путина, это имперец, которые мечтали восстановить Советский Союз, то есть империю. Советский Союз это так. И поэтому очень внимательно нужно быть. Мы проиграли спецслужбам. Русские не вояки, украинцы. Если бы та поддержка, которая была оказана вам сейчас, оказывалась нам, они бы до Грузии не дошли бы. Мы бы там вопрос закрыли бы. Но мир трусливо отвернулся, наоборот, помогал. Поэтому особо там, что чеченцы сейчас едут воевать в Украину, которых взрастили на пропаганде, которых просто скормили этой фашистской России. Поэтому особо их тоже винить. Да, это преступники и так далее. Но нужно все учитывать, когда мы их обвиняем. Конечно же, любой человек с оружием пришел в чужую страну, под пропагандой он там, и даже под угрозой жизни, это смягчающие обстоятельства для него, но это все равно преступник. Мы это должны понимать, это все мы понимаем. Вот такие вот дела, друзья. Поэтому швецу не верю, и таким, как швец, советую не верить. 30 лет независимости, 91 года. Так, украинизация. Да, именно украинизация может произойти. Как сделали чеченизацию. Разные Невзоровы, все, кто сейчас будет поддерживать Невзорова, кто выходить с ним на контакт, просто смело записывает, пускай СБУ. Я знаю, что в СБУ есть отличные ребята, настоящие патриоты, и они должны взять на карандаш. Ну, конечно же, репутационный удар, который нанес себе Зеленский, вот этим, в моих глазах пока не будет отменено вот это решение Владимира Зеленского, которого я поддерживал и поддерживаю, так как он гетман воюющей страны, и у меня другого выбора просто нет, но репутационный удар, который нанес сам себе Владимир Зеленский, он не восстановится уже, наверное, никогда, если не будет отмена этого гражданства. Кстати говоря, такой пропагандист, который долгое время находился в России, выступал на их каналах в прямом эфире, и такой интеллигентного типа такой чувак по имени Цымбалюк и Пьянковский поддерживают гражданство для Невзорова. Имейте в виду, друзья, кто такой Цымбалюк. И теперь для меня тоже интересно стало, кто такой Пьянковский. Хотя я думал, просто он чеченов ненавидит. Да? У них такая скрытая ненависть. Да? Латентный чеченофоб такой был. Мне казался он, да, он всячески пытался так, но он никогда плохо конкретно не говорил, нужно признать, иногда даже поддерживал нас,
Но не всегда вот эта поддержка, она оказывается искренней. И от души исходит, не у всех. Иногда просто для галочки они нас поддерживали. Например, тот же Гордон, да, который очень хорошо относится к чеченцам, ну почему-то считает, что мы часть России. А я всех, кто считает нас частью России, не имея никакого основания для этого, а его нет ни у кого. Потому что нет ни одного документа, который могут нам предъявить, что мы являемся частью Российской Федерации нынешней. Потому что мы вышли из Советского Союза наравне со всеми. И с Украиной, и с Казахстаном, и все. Если нет Чеченской Республики, независимой, оккупированной на сегодняшний день, то нет всех остальных союзных республик. Они тоже часть России. А тот, кто нас не признает, я его считаю россиянином. Я думаю, им не будет обидно, так как они действуют по шаблонам КГБ, ФСБ. Поэтому, друзья, вот такая вот ситуация. Почему тогда сидите в Германии? А где мне сидеть? Езжайте на Украину, говорит. Знаете, у КГБшников для них самое страшное – это правда. Они боятся правды больше оружия, больше пуль. И я, как гуманист, как правозащитник, если нужно будет, я поеду в Украину, без проблем. У меня много просто там друзей, которые будут меня рады там видеть. Но я не вижу смысла мне ехать туда. Я свою работу по разоблачению, а я очень хорошо знаю всю эту систему российскую, фашистскую, КГБшную, я могу делать из Германии. И судя по тому, что только я один из чеченских блогеров блокируется по всем фронтам в фашистской России, меня дискредитируют, как я все это сейчас перечислял, я это делаю отлично, раз только меня банят. Так, Республика Луганск. Так, Республика Вика говорит, Республика Луганск. Смотрите, друзья, чтобы вы понимали систему, да, раз мы уже пошли говорить о системе, в Дагестане, под оккупированной территории, которые народы их считают себя россиянами, по большому, Кавказец, считающий себя россиянином, это вообще для меня это нонсенс просто, это просто дно, ниже, под холопным можно быть холопом, а можно быть подхолопным. Так вот, это самые гнусные подхолопники, кавказцы, которые подхолопники. Так вот, в Дагестане, например, власть делилась всегда между ГРУ и ФСБ. Кланы ФСБ и кланы ГРУ. Ингушетии то же самое. Например, возьмем первого президента Ингушетии, Руслан Аушев, военный. Следующий, кто там, Зязиков, ФСБ. Следующий, Юнусбек Ювкуров. Следующий, военный Юнусбек. Следующий, опять ФСБшник у них. То же самое они всегда так делают. Они разделили Луганск и Донецк. Донецк под ФСБ, Гиркин, как вы знаете. И Луганск это военный, ГРУ. В Луганске сейчас кто действует, это со стороны фашистской России, имеется в виду, воюет. И говорим про чеченоговорящих. Это Апти Алаудинов. Апти Алаудинов связан был, как мы узнали, с Тумсо Абдурахмановым. Есть такой некий блогер, которого они финансировали и поддерживали. И мэр Аргуна такой был, Ибрашка. Был, его убили, кстати. Они против Кадырова были, и они его замочили, этого Ибрашку. И после этого у Тумсу Абдурахману упали донаты, которые ему присылали, потому что они очень его поддерживали. В направлении в Донецкое, где в Мариуполе сейчас воевали, это, вот вы всех, кого видели, это вооруженные силы, как их называл Абдурахман Авторханов, вооруженные силы КГБ, сейчас это вооруженные силы ФСБ.
А это так для украинцев, чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело и с кем вы воюете. Ну и то же самое касается и других русских, которые воюют. Эти тоже русские, просто не говорят по-чеченски. Вот как-то так, друзья, как-то так. Это я просто навеяла тут Луганскую, республика Луганск, кто-то мне пишет. Ну, бред просто. А сам сидит в Германии. Так, Германия, так, Чечня это Россия, и так все почти считают. Нет, Чечня не Россия, никогда не была. Она временно оккупирована. Временно. Поверьте, и скоро она освободится. Да вы никогда не уедете из Германии. Нет, Алекс, ты ошибаешься. Почему Германию заставляют отказываться от российских энергоносителей? Почему Германию заставляют? А кто ее заставляет? Германия сама понимает, здесь есть силы, которые не сидят на вот этой трубе, не коррумпированы и хотят избавиться от фашистской России, потому что уже она достала всех. А в Германию вы кто? Я политический беженец, я получил политическое убежище и сам знаешь, что говоришь, войну таких к стенке, говорит. Эх ты, ублюдина, что вы мало нас поставили к стенке, да? 300 тысяч, 42 тысячи детей, среди которых вам мало, да, к стенке ставили? Ублюдины. Ничего, все возвращается. И теперь настало время получить обратку. И уже обратка получается. 58-я там, да, какая у вас там была армия, которая активно убивала чеченцев, женщин, детей, стариков, в Украине конкретные потери несет. Просто в пух и прах вас. К стенке вы будете ставить. Ага. Я что-то не понял. Ночи? Нет, он не был, конечно. Мэр Аргуна кадыровцы убили. Поэтому Тузик не был за Кадырова. Они, знаете, как делятся. Помните, когда Дудаев пришел к власти, мы объявили независимость, были Завгаевы. Завгаев возглавлял, и там Алтурханов, Хаджиев, Саламбеков, разные там это были. Со Сламбековой. И так далее. Бугаевы. И эти люди всегда были за Россию. И они активно выступали, и они, в принципе, способствовали началу этой войны. Первая война на их руках. Ну, если не считать, конечно, русских имперцев, таких как Шахрай, Степашин, Ельцин, кто там был, Сосковец. Этих всех Дудаев перечислял. У меня есть ролик с этими именами, о которых Дудаев говорит на моем канале в Ютубе. Реалити. Потом началась война, мы русские выиграли, и русские активно начали вербовать агентуру. И вербовать им удавалось даже тех, кто сочувствовал или даже принимал участие на стороне нашей, чеченской стороне. Потом началась, когда Вторая русско-чеченская война, они нам внесли религиозный раскол, разделили нас. Это был такой незначительный раскол, чеченцы друг друга не убивали, не хотели убивать, стрелять друг друга из-за этого не хотели. Но всячески долго-долго это накручивалось и пытали это сделать. И в Аргуне, в Гудермесе им потом удалось. Тогда было 1 или 2 убитых, или 3 убитых тогда было. Между собой пострелялись тогда чеченцы. Это емадаевцы с ваххабистами пострелялись. И потом, когда уже началась война, Кадыров объявил себя, Ахмад Кадыров, объявил себя борцом с этими ваххабитами. И ваххабитам он сделал зло. И это зло, как и духовное управление мусульман, было под контролем. Религию КГБ всегда, ФСБ берет под контроль. Всегда так было. Все спецслужбы всегда интересуются религией. И берут, а в России она всегда была полностью под контролем. Одно время, как мы знаем, она вообще была запрещена, Бога нет, они говорили и так далее. Так вот, Ахмад Кадыров сказал, что он борется с ваххабистами и сказал всем, кто сражается, выходите из леса. То есть был кнут в лице российской армии и ее самолетов, авиации, которые нас нещадно уничтожали.
была агентура, которая работала, и Кадыров Ахмад сказал им: сдавайтесь, выходите. И он это им объяснял, что он воюет против ваххабистов, против радикального течения ислама, он так это представлял. И люди, которые находились на грани жизни и смерти, некоторые поверили и перешли на сторону Ахмада Кадырова. Это все была разыгранная спецоперация русскими же, потому что Кадыров Ахмад тоже был агентом российских спецслужб с момента, ну, как мы теперь знаем, со своего отца он был агентом. Потому что сам Кадыров Рамзан нам рассказывает, что Руслан Алханов, который сейчас является министром внутренних дел во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, КГБшник, это нам Кадыров сам он рассказывает, и что его отцы, Кадыров, вот этого алхановские, они курировали кадыровского Рамзана отцов. И он говорит, что нам можно было исповедать нашу религию, потому что нас Алхановы прикрывали. То есть кураторами были Алхановы от КГБ, а эти были религиозными проповедниками и проповедовали то, что им разрешает КГБ. Разобрались. Так, возвращаясь к тому, что я хотел сказать. Когда же чеченцы начали сдаваться под гарантию, русским не сдавались, а вот гарантию муфти, религиозный деятель и так далее, и так далее, чеченцы подумали: ну нас реально обманули. Вот этот ваххабизм, это зло, это радикалы. Мы все знаем, что хавариджи, радикалы в исламе запрещены. Это зло. Вообще любая крайность в исламе запрещена, как в принципе во всех религиях. И они сдавались под гарантией Ахмада Кадырова. И Кадыров, и Путин, Кремль сделали ставку на Ахмада Кадырова и на вчерашних бойцов чеченского сопротивления. А эти клопы с русского ватника, которые Завгаевщина и все остальные, которые никогда не воевали против России и всегда были, и этим они гордятся, были за Россию, и это они им и предъявляют, и говорят об этом. Например, тот же Гантемиров тогда, помните, в эфире говорил прямо Кадырову Ахмаду, он говорил: я никогда не был против России, а ты вчера джихад объявлял. Он объявлял. И тогда Кадыров Ахмад сказал: Путин знает, где я был все это время. Тем самым он сказал, что он действовал по заданию, типа, этой претензии я не принимаю. Но вокруг Кадырова, Рамзана и Ахмада, тогда Ахмада, собрались настоящие чеченские бойцы сопротивления, вчерашние. Ну, не все там бойцы, конечно, были, там очень мало бойцов, несколько там только настоящих воинов, 1-2, которые там наберется. Остальные все, кто вокруг войны, около войны, рекламные боевики, как сейчас скажут, тикток боевики, тикток войска были. И вот борьба тех, кто сейчас у власти находится, которые вчера выступали даже с оружием или словом против России за свободу Ичкерии. И те, которые, я их называю кристально чистые клопы с русского ватника, и запятнанные, просто обычные клопы с русского ватника, которые просто перелезли на русский ватник и живут на нем. И Тузик, про которого ты сейчас меня спросил, это тот, который из кристально чистых. Они всегда были за Россию. И они предъявляют и говорят: вы что это, короче, вчерашних боевиков им доверили. А Путину нужны такие люди. Путин не думает о России. И об этих кристальных клопах он тоже не думает. Путин думает о себе. Самая большая ценность в России – это жизнь Путина. И для того, чтобы закончить войну в Украине, нужно просто все 42 страны, которые сейчас помогают Украину, у которой есть все оружие, направить все свои бомбы и пушки на бункер Путина. И война закончится за один день. Ну или Путин капитулирует. Но не об этом сейчас речь. Так вот эти клопы с русского ватника, они остались не у дел, потому что Путину нужны были люди, которые зависят от него. А зависят от него те, которые вчера воевали против России, имеют судимости. Например, есть
начальник МВД Ачваймартановского района Ибрагим Дадаев по кличке Медведь. Его брат находился на лечении в Москве. Окси, спасибо. Брат находился на лечении в Москве. Я помню, я ходил к нему в больницу. Он тогда еще не был коллаборантом. Он только-только собирался переходить. Его брат находился в тюрьме, и ему грозило пожизненное лишение свободы. Вот этому Ибрагиму Дадаеву. И вот этот Ибрагим Дадаев по кличке Медведь перешел на сторону русских, хотя русские убили их отца, привязали его ноги к БТРу и по их родовому населенному пункту возили его тело. Их отец был командиром и очень уважал и любил Дудаева. Его соратником был. Так вот, эти сыновья перешли на сторону, и теперь они на крючке. У нас сколько? 16 районов. Ой, могу ошибаться сейчас. Сколько там у нас районов. Все сейчас нет, но тогда в начале все были в розыске. В федеральном российском розыске, перешедшие на сторону России. Так вот эти люди, сейчас идет борьба за власть. Хотят подвинуть вот этих вчерашних боевиков, их зачистить и вернуть вот эту кристально чистых клопов. Понимаете, да? Вот эти кристально чистые клопы, вот к этим кристально чистым клопам с русского ватника относится вот этот тузик, про которого вы говорите, которого они раскручивают, под чутким руководством Магомеда Даудова, который ему звонит, ну и так далее, и так далее. Друзья, даем. Это так, чтобы вы понимали. Так, Окси, спасибо вам за подарки, которые вы делаете. Спасибо. А вот этот сундук, его нужно открывать, который вы прислали, или что? Так, Костро Гнида к нам зашел. Так, сундук с сокровищами. 20 этих. Надо открыть, да, получается? Сейчас я его открою тогда. А нет, он не открывается. Так, друзья, задавайте ваши вопросы, а то я заговорился. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Дэй реалити. Привет из Украины. Витаю, Украина. Мы русские выиграли. Ты первый дернул за бугор, говорит Пумпа. В смысле, мы дернули. Ты что говоришь? Ты русских выиграл? Те, кто выиграл русских, я знаю, ты там рядом не стоишь. Так, живе Беларусь. Живе Беларусь. Живе. Беларусь тоже скоро освободится. В Украине отличные бойцы собрались белорусские. Живе Беларусь. Так что вот такие вот, друзья, истории. Не все так, как нам это преподносится. Не все так, как нам это преподносят. Друзья, задавайте ваши вопросы, ставьте лайки. Я еще немножко посижу, потом выйду и потом буду в Ютубе. Заходите в Ютуб и будем дальше общаться. Всем привет из Ужгорода. Витаю, Окси. Спасибо вам за подарки. Уже здесь 2 сундука. Друзья, вы меня тут это самое... Я раньше думал, что да, нет, это засланный казачок. Ночью, не знаю я, не знаю. Не знаю. Вы можете, Броуней, знаете, когда они представляют себя патриотами какими-нибудь, вы можете подумать, что вы вообще никакой не патриот. До того они это могут изображать, этот патриотизм. Задача вот блогеров, которых наштамповали, я их называю цеховиками, ну так их называют, Украина победит, да, Алмула.
Ва алейкум ассалам, ураба. А, Задача, знаете, в чем заключается? Россия убила 300 тысяч человек в Чеченской Республике. И есть негативная масса, да, отрицательная, негативная энергия, которая сидит в чеченском обществе. И эту негативную энергию нужно направить на кого-то. Она должна выйти из этого народа, потому что она в любой момент может взорваться и будет очень плохо. И для этого Кадыров, а что может быть более подлого и более вызывающего ненависть и презрение, кроме когда из тебя кто-то выходит и предает тебя. Он знает все про ваши болезненные места, про как вам насолить. Он знает лучше, чем враг, потому что он из вас. Вот выставляется этот Кадыров, не из-за любви к чеченцам Кадырова сделали руководителем. Это на Западе показать, что вот чеченцы это чеченизация, чеченцы друг с другом убивают. Это все ложь и фейк. Никакой чеченизации нет. Чеченцы друг друга не убивают. Есть небольшая группа людей, которая перешла на сторону русских оккупантов и убивает. Как сейчас это в Украине происходит, как в любых других местах это всегда происходит. В каждом обществе находится гниль. И эта гниль сейчас в лице Кадырова убивает свой народ. Так вот, вся недовольная масса, выставляя Кадырова, а вот человек с 3 классами образования, вот вы не понимаете, что он говорит по-русски, так вот он и по-чеченски, мы его не понимаем, когда он говорит. У него проблемы с развитием. И вы можете что-то сказать на Путина, и вам как бы Путин не мстит. Мстит всегда, Путин очень мстительный. Но это будет сделано, как будто это не от Путина. Так всегда это ФСБ делает. Но вам стоит сказать слово про Кадырова, все, вас приводят, извинись перед Кадыровым, извинись там. И тем самым поднимается вот этот рейтинг Кадырова. И чеченцы начинают кипеть. И в этот момент они создают своих блогеров, которые начинают гнать на Кадырова. Только лишь на Кадырова. У меня вообще конфликт с этими блогерами, цеховиками, которые заслала там ГРУ, возник только из-за того, что я сказал, не говорите все время про Кадырова. И вот своей деятельностью я начал большей частью заниматься, потому что я понимал, что нас хотят просто переключить с России на Кадырова. То же самое происходило сейчас в Украине. Кадыровы, их 1% от тех, кто там присутствует. 1%. Все украинские аналитики, военные говорят, мы их не видим, дайте нам их посмотреть хотя бы, этих кадыровцев. Они сзади, они занимаются зачистками, они занимаются карательными функциями, они занимаются. То, что они делали все время в Чечне, в Чеченской республике Ичкерия. И вам, украинцам, представляли, что против вас воюют кадыровцы, потом бурятов вам представляли. Это все отвлечение внимания. Против вас воюет русский империализм, Россия. Там могут быть чеченцы, там могут быть буряты. Но главная задача и роль, и бенефициаром является русский империализм. Как бы он ни прикрывался советскими, коммунистическими лозунгами, сейчас демократическими, всегда они имперцы и ведут имперские войны. Вот то же самое произошло с чеченским обществом. Чеченское общество накопило отрицательную энергию, негативную энергию. И в этот момент появились люди и начали говорить: Кадыров зло, Кадыров зло, Кадыров зло. Ну, конечно, зло, кто с этим спорит? И трусы, которые боялись сказать что-то за Кадырова. Люди, которые не трусы, но их родственники там находятся, и они в заложниках, и не могут они ничего сказать на этого Кадырова. Они подхватили эту тему. Плюс, конечно же, нужна раскрутка, даже BBC, Радио Свобода и так далее. Они начали Кадыров, Мудыров там и так далее, и так далее. Ну и мы начали говорить: ребят, подождите. Кадыров это инструмент в руках фашистов. Понимаете? А главный враг это фашистская Россия.
Есть, была и остается. И вот из-за этого весь был сыр-бор, и меня начали дискредитировать, продолжают и будут, и заказывают меня, и моих родственников пытают, там, и так далее, и будут пытать, их настраивают, одного настроили против меня и так далее. Ну и будет много-много чего с их стороны. Но что поделаешь, правду в наше время говорить это дорогое удовольствие, не каждый может себе позволить. К большому счастью, благодарю Бога, что я могу себе позволить эту роскошь. Ассаламу алейкум. Вместо флага США не лучше было бы флаг Ичкерии? Ну вот же висит флаг Ичкерии. Да, мула. Так, спасибо за подарки. Путин и Кадыров могила. Так, понятно. Так. Вы здесь не один. Здравствуйте. Маты не пишут, только комплимент. Так. Я вижу. Так. Зеля, тогда чей инструмент? А Зеля тогда чей инструмент? Зеля, я не знаю, чей инструмент. И вообще русскому фашисту вообще дела нет. Знаете, вы говорите, если бы мы не захватили бы Чечню, то вы бы умерли с голоду, вы любите говорить. Потом вы говорите, ну если бы мы вас не оккупировали, то вас там Турция или Америка оккупировала. Да пошли вы нафиг, вы фашисты гребаные. К чертовой матери пошли. Какое ваше дело? Умрем мы с голоду. Захватит нас Америка. Не захватит. Не умрем мы с голоду. Зеля, чей агент? Вас это не волнует. Вы рабы. Понимаете? Вы никто. Вы ноль. Сейчас эта война, которая ведется, она ведется за то, чтобы Россия воссоздала империю в полном смысле этого слова. То есть монархию. Когда Путин будет королем, царем, и вот будет ФСБ, это дворянство. А вы будете холопами, по-настоящему, уже как бы статусно холопами вы будете. Не так, как бы, можно еще притвориться не холопом, а вот уже будете там с определенными своими холопскими. Ну, вам холоп такое удостоверение не дадут, им просто дадут, что они дворяне, графы, там, князья, там, или кто у них там и так далее. Вам какое дело, кто Зеленский, кто там в Чечне. Иди в себе, самая большая страна в мире, вы себе порядок навести не можете. Вы даже Обаму из своих подъездов выгнать не можете, понимаешь? Бичье просто, самое настоящее. Какая разница? Надо смыть. Так, Леон, надо смыть говно и все, о чем командует. Да, совершенно верно. Да. А ты кем будешь? В смысле, кем я буду? Формулируй вопрос, а ты кем будешь? У нас все хорошо. У вас все хорошо, да. Сказки будешь там кому-нибудь другому рассказывать. Я знаю, насколько у вас все хорошо. У вас все отлично просто. Дай Бог, чтобы так у вас было всегда. Слава Украине! Так что вот такие вот делишки. Окси, у тебя и водка, и перец есть. Да. Ему этого достаточно. Налить что есть, чекушка есть, все нормально. Закусить есть. Жизнь наладилась. Когда в 2014 году война в Украине началась, я ходил на хоккей. Водил в ЦСКА. Нет, не в ЦСКА. Крылья Советов, по-моему. Ходил на хоккей. И вот каждый раз, когда идет тренировка, там все родители собираются, и мы сидим, общаемся. И люди, я говорил, ну, смотрите, вот в Украине война началась, вот вы Крым отжали и так далее.
Меня никто не хотел слушать. Я говорил, ну вот, ну зачем вам этот Крым? Зачем? Они не могли объяснить, просто им нужен был этот Крым. И я говорил, ну, ребят, это конец, вам это не оставят. Я просто следил за ситуацией и знал, что Запад и Америка встанут. А Путин хотел этой конфронтации. Путину нужна эта конфронтация. Путину нужно было кровью, нужно потрясение. Для того, чтобы вводить вот эту монархию, нужна большая кровь, большие потрясения нужны. Закрыться, объявить себя царем и, как он, Иране править. Такой план у него. И люди мне говорили, нет, ты что, Крым наш там и так далее. Я говорю, ну, ребят, я сколько вас знаю, а я всю свою сознательную жизнь живу в России, за это время вы никогда не говорили, что вам без Крыма вы жить не можете, что Крым это ваша земля, что вы там отдыхать вы ездите в Турцию, еще куда-то. Почему вы так сошли с ума от Крыма? Вы никогда его не ценили. Просто посмотрите на своих пенсионеров, посмотрите на своих детей, посмотрите. Ведь величие страны определяется не ее атомной бомбой и ее размерами. Величие страны определяется отношением ее к старикам и к детям, к самым незащищенным слоям общества. К цивилизации, которую они, вклад в цивилизацию, которую делают. Посмотрите, как вы относитесь к своим детям, к своим старикам. Какой вклад вы делаете в цивилизацию, вклад в развитие цивилизации. Ничего вы не делаете. Только цивилизацию англосаксонскую, настоящую цивилизацию, которая движет этим миром, вы хотите паразитировать за счет нее, как вы паразитируете за все народы, которые вы оккупировали. И пытаетесь подражать ей. Как бы их красть, ну, только воровать русские умеют. Красть это все и у себя это говорить, это мы там, радио мы изобрели, Менделеев, таблица Менделеева. Вот тут в Германии, в школе я попросил узнать на уроке физики, химии, знают они Менделеева? Никто не знает Менделеева. Один учитель нашелся, который знает Менделеева и сказал, ну, эта таблица просто он собрал, это везде у всех. Ну, вот такие обманы, вся история обман. И война эта ведется для захвата Украины, нужен Киев. Большой кровью можно без крови, если получится, но уже не получилось. Хотели парадом. Ну, кровь по-любому, жертвоприношение сатане нужно этим сатанистам делать. И вот эта монархия, она не может построиться без славной истории Украины. И вот это вот фейк получится, очередной фейк, да, очередной симулятор, который русские делают. И вот им нужно как-нибудь захватить это. Ну, не получится. Так, пишите комментарии. Пишите, друзья, комментарии. После Первой войны в Чечне моего брата похитили ради выкупа, и он был ребенком. Скажите, это Ичкерия была? Лика М95. Я скажу, что это было преступление, которое было совершено против вашего брата, ребенка. У моего племянника тоже похитили. Тоже маленького ребенка. Причем похитителем оказался недалекий человек, который наводил, похитители были другие. Это преступления, которые совершались. Но мне кажется, ты слишком категорично, Лика, обвиняешь Ичкерию в похищении ребенка. Ведь до того, что было похищение в Чеченской Республике, 2 года, когда русские принесли нам восстанавливать конституционный порядок, они похищали этих людей. Они продавали наши трупы. И потом, да, не все были агентами российских спецслужб, но основное начинание, вот это все проводилось агентами российских спецслужб. Вот эти похищения людей.
И сейчас, пытаясь обвинить Ичкерию, тем самым сегодняшнюю Чечню оправдать ты хочешь, то есть российскую Чечню, оккупированную Чечню, ты хочешь сказать, она лучше, тем самым похищенного твоего брата, которые сделали это, русские сделали. Русские научили, русские платили деньги за эти похищения. ФСБ в доле было с теми, кто это делает. И сейчас, пытаясь очернить Чечению, Ичкерию, ты тем самым оправдываешь тех, кто на самом деле был виноват в похищении твоего брата. Мне очень жаль, что вы так плохо думаете. Спасибо всем за подарки, которые вы даете. Очень жаль, что у вас нарушена причинно-следственная связь, понимаете? Подумайте просто. Да, может быть, твой папа, там, дядя или ты сама, может, потеряешь пост, если вы работаете на русских. В основном за вас те, кто работает на русских, получают, то есть мзду, копеечку от русских. Или кто бы хотел бы подмазаться и тоже получать эту мзду. Поэтому в этом плане вам, конечно, придется оставить посты, потому что будет люстрация стопроцентная, но свободной, демократической, правовой Ичкерии вины нет. Если я совершил преступление или кто-либо другой, Ичкерия не несет. Даже если это совершил Дудаев, он не совершал таких преступлений, он не несет. Ичкерия не несет за него ответственность. Он президент, который избирается на 5 лет, и все. Не все гладко было при Ичкерии. Я абсолютно с тобой согласен, Лика. И я здесь, сидя, критикую эту Ичкерию. Точнее, не Ичкерию, а то, что было в это время. Чтобы оно не повторилось, я это делаю. А то, что не гладко, конечно же. Но в первую очередь я виню российские оккупационные войска, российские спецслужбы, которые все это помогали, делали, провоцировали. Ведь мы же знаем, кто взрывал дома, знаем, когда начиналась Вторая русско-чеченская война. Мы знаем, кем оказался Ахмад Кадыров, который участвовал в разделении чеченцев на ваххабитов и традиционалистов, суфистов и салафистов и так далее, и так далее. Окси, я с тобой полностью согласен насчет того, что будет с русскими. И похитили его чеченцы. Да, и похитили Лика, похитили чеченцы, я не спорю. Но в целом-то ты же не можешь обвинять из-за того, что чеченцы похитили Ичкерию. Ну, обвини чеченцев, обвини тогда. Всех, и себя в том числе. Ну, это же нелогично. Преступник совершил, он несет ответственность. А если кто-то специально это делал, если бы политика Ичкерии была бы специально создать преступный киднеппинг, бизнес, там еще что-то, специально, политика у нас, да, мы так целенаправленно делали, подготавливали свои спецслужбы, своих военных. Но это же не так. Делали вчера, даже не те, кто воевал, хотя и воевал, тоже этим занимались, к большому сожалению. Я это не оправдываю. Ну, не хочешь ты оправдать, но у тебя это получается. Хорошего эфира. Спасибо, Окси. Всего хорошего. Так. Моя семья ни на каких постах. Ну, значит, тогда тебе не нужно обвинять Ичкерию. Просто никто не был за это наказан, понимаете? Понимаю, Лика, понимаю, конечно, не был наказан. Но хотя и были и наказанные тоже. Но знаешь, эти похитители, а одни из них были братья Ямадаевы, которые поезда грабили, людей похищали, они потом в военной форме, в российских военных погонах ходили и служили. И те же самые Кадыров, и все остальные. Игал датца бос, игал ду бош аша усоинц, иду ючвац, из дох гал ду вайгардаллаг. Масейра бех бу, масу ночичуна бу бех, бакичнега бу, зударши бу, зударш эр бу, асам тяха бу, зударши, берши бу, масейра бу бех, и сацудишдар. Таган,
подвал чуа сагвалш, чуа зуди беш долш, я умеюш, подвал чуа волш, буга волш, сагвалш, беш, дюзел хиллах вай, хиллах аль. That's there is a nice. Хулила that's, ночи қаму, гини хезиумш that's, хилища that's. Преступник шхуль. Да, есть преступники. Я согласен, конечно же, есть. В каждом обществе есть они. И будут всегда. Но в этом нету вины всех чеченцев или государства целого. Нет. В Сирии каждый день пропадают дети, и все это помогает России. Россия. Да. Каждый день умыл. Я не знаю, что в Сирии, я знаю, что было на Уалла им не изба. Оставайся честным до конца. Да, фантазер, я честно, не волнуйся. И буду им, да, Алмулла. Так что вот такие вот, друзья, дела. Лика, Бех, Мобиль, 95-й регион, который ты себе поставил, я это всем говорю, ты не обижайся на меня. 95-й регион, это тебе номер в ГУЛАГе. ГУЛАГ, знаешь, да, это тюрьма. Вот в этом ГУЛАГе нам дали номер 95, свободную Ичкерию, убив 300 тысяч, свободную Чечению, убив 300 тысяч граждан, среди которых 42 тысячи, нам дали номер 95. И ты здесь указываешь. Напиши чечен, чеченка, нохчи, да что угодно. Зачем ставить номер 95? Зачем вот так себя не уважать? И себя, и свой народ. Вот такие вот дела. А вот по поводу похищенного брата, что там был какой-то командир, да, были, и которые на нашей стороне, люди тоже участвовали в этом. Но большая часть, это люди потом перешли на сторону русских. А тот, кто с оружием в руках погиб, защищая, да, ну, были разные были. Похищения были тех, кто работал на русских. Да, это делалось с целью наказать в какой-то степени. Но это не делало государство. А потом уже начали похищать просто богатых. Просто есть бабки, работает он на русских, не работает. Просто бандиты. Ну вот, бред это был, бред. Если одного шайтана ругаешь, а другого на тело, не понимает тебя. Ладно, иди, не понимаешь. Увай касто даха, увай тишми хуларш, хирбаш, касто мегардац. Увай касто даха, увай тишми хулуш, хирбаш, касто мегардац. Соцакитер бады, дичальчо. Добрый вечер. Вы из Германии? Да, я из Германии. Я из Германии. Так, друзья, я, наверное, тогда стрим закончу сегодняшний. Немножко я вам успел рассказать. Подписывайтесь на мой канал, на этот канал. Не забывайте подписывайтесь на мой YouTube канал Reality. Сразу прям сделайте. На этом канале, вот который вы сейчас смотрите, есть ссылка на тот мой YouTube канал. Reality называется. Reality, черточка, HRCI. Вот название Human Rights. Ну, не видно. Не видно вам, так? Ну, ладно. Human Rights Center Ичкерия называется. Моя правозащитная организация. Так, друзья, на этом все. Наш стрим я заканчиваю. Сейчас посмотрим, что вы тут написали. Я давно подписан. Да, ураба. Все отлично. Посоветуйте, как получить убежище. Откуда, куда. Ассаламу алейкум, далдикан. Амину алейкум ассалам. Всего самого хорошего. Друзья, я посоветовать могу просто выехать сюда и попросить убежища, если вы находитесь в России. Всего самого хорошего. Жду вас в 9 часов по Берлину, то есть через почти 2 часа. Сейчас 19:12 у нас. Через 2 часа почти жду вас на канале Reality в YouTube. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум. Слава Украине и Ичкерии, друзья.